Эта проблема очень сложная, учитывая компетенции комиссии по неподкупности. Потому что если говорить о договорах купли-продажи, в том числе транспортного средства, то они регламентируются Гражданским кодексом. В декларации сказано, что гражданин должен указать стоимость имущества в соответствии с документом о купле-продаже. В случае, когда в договоре купли-продажи указана сумма в 3000 леев, хотя реальная стоимость машины составляет 300 тысяч леев, мы не можем решить данную ситуацию, потому что не можем давать оценку сделки купли-продажи, регламентируемой гражданским законодательством. Если же нет документа о купле-продаже, например, люди завозят автомобили из-за рубежа, я не хочу преувеличивать, но случаются и такие вещи, о которых вы говорили. Не хотелось бы говорить о чем-то гипотетическом, не обращая внимания на реальность. В некоторых случаях стоимость машины, указанная в декларации, действительно не соответствует ее реальной цене. Не может машина 2014 года выпуска стоить всего 20-30 тысяч леев. Это нереально. Но в ситуации, когда у нас нет иного источника информации для определения стоимости данного транспортного средства, мы руководствуемся тем, что написано в декларации. Хотя в некоторых случаях мы по закону имеем право назначать экспертизы. Но мы снова выйдем за пределы сферы компетенции комиссии, потому что нужно будет расследовать, откуда человек получил определенные финансовые средства. Если установлено, что машина стоит больше, чем официальные доходы лица, тогда можем говорить об очевидной разнице, что может быть расследовано в рамках уголовного права на основании статьи 330 Уголовного кодекса «Незаконное обогащение». Мое личное мнение – необходимо конкретизировать процедуры расследования подобных ситуаций. Представляет, к примеру, человек расписку, что автомобиль купил у своего сына за такую-то сумму, или столько-то денег занял для покупки. Мы же не можем подвергать сомнению расписку. У нас нет реальных рычагов, чтобы давать оценку подобным подтверждающим документам. Поэтому я вижу выход в конкретизации процедур расследования не в простой проверке деклараций, а в установлении необоснованного имущества. Если, к примеру, мы обнаруживаем у лица старую машину 1992 года, которую он забыл задекларировать, не думаю, что подобный факт нужно возводить в ранг отсутствия неподкупности. Цель комиссии по неподкупности как раз в том и заключается, чтобы установить необоснованное имущество чиновников, которые имеют возможности извлекать незаконную выгоду. Если пофантазировать, то можно придумать, из чего какой-нибудь библиотекарь мог бы извлечь выгоду. Но ставить такого деревенского библиотекаря в один ряд с чиновниками, нарушающими законодательство, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Более того, есть ряд людей, которые не должны подавать декларации. Те же советники. Но у них же есть реальные рычаги, которые можно использовать в процессе принятия определенных решений. И если сравнить библиотекаря или директора музея, которые должны подавать декларации, и местных избранников-советников, которые этого по закону делать не обязаны, разве мы правильно реализуем антикоррупционную политику? Думаю, данный вопрос субъектов декларирования следует пересмотреть. Следует учитывать, что мы не проверяем имущество, мы проверяем декларации. Поэтому, как мы говорили, необходимы изменения, чтобы мы проверяли не декларации, а реальное имущество. Потому что данные декларации могут быть подтверждены документами. Но при этом известно, что человек разъезжает и на дорогих машинах, которые замечают во дворе его дома, или у его сына, дочери, а правовое поле не позволяет нам подобраться к этой реальной собственности. Должны измениться и законодательство, и отношение к комиссии по неподкупности.